Но сухая статистика свидетельствует, стихийные бедствия и войны в мире уносят меньше жизней, чем этиловый спирт. В 2010 году от отравления алкоголем в Белоруссии скончалось почти 2500 человек. Таков он, любимый и превозносимый нами эликсир жизни. Может быть, правильнее назвать его эликсир смерти? Никто не знает, кто станет алкоголиком, кто нет. Ведь когда человек начинает употреблять алкоголь, уже не напивается сразу в усмерть, он выпивает чуть-чуть. Кто-то предрасположен к алкоголизму, и у него срабатывает пусковой механизм к запоям, и он постепенно втягивается. Переход от любителя выпить к алкоголику проходит абсолютно незаметно, и грань очень тонкая. Если еще на стадии любителя выпить полечился, выпил 100 грамм, чтобы снять чисто болезненные физиологические ощущения, и все, и даже пошел на работу, и даже кто-то сел за руль и поехал, и все. У алкоголика такого не будет. Начав пить, он уже не останавливается. Отсюда получается запой. Запой – это уже медицинский диагноз. С этого момента жизнь больного подчинена простой и убийственной схеме. Желание опохмелиться к обеду – 1 год. Желание опохмелиться как можно раньше – плюс еще 2 года. Регулярные запои на 2-3 дня – плюс еще 1 год. Если человек пьет где-то более 3 дней, начинается вот тремор рук, то есть по-простому трясет. Бессонница, но если так рассматривать, то это уже можно отнести к неврологическим симптомам. Это гораздо тяжелее, и просто так от этого не избавиться. Запои по 7-10 дней, плюс еще 2 года. Итого примерно 6 лет. Забег на короткую дистанцию от любителя выпить до алкоголика окончен. Пора вызывать доктора. Человек попал уже в зависимость, это уже на всю жизнь. И золотая мечта алкоголика быть равнодушным к алкоголю уже никогда не сбудется. Никогда. Тот, кто пытается опровергнуть истину, доказанную медиками, неизбежно вновь скатывается в пропасть запоя. А это значит, что следующий этап алкоголизма, депрессия, не за горами. Так депрессия это длится ровно до 1-го стакана. Потом же жизнь начинает налаживаться. Стакан, вот же в чем страх. Стакан налаживает жизнь. Идет все назад. Знаешь, на что идешь, все, но уже становится легче, и следующий уже вскачет. Практически начинается новая пьянка. Это то, что называется запоем. Очень скоро и запой уже не приносит облегчения. И тогда любой очередной стакан может стать причиной галлюциноза, белой горячки или алкогольного параноида. Лет 5-10 назад, наверное, можно было сказать, если человек употребляет алкоголь месяц, у него практически 100% развивается психоз. Сейчас эти психозы вот в нашей практике мы видим даже после 1 недели употребления, 2, это уже очень часто. Финиш такого забега на выживание предсказуем. Коматозное состояние и летальный исход, то есть смерть. К сожалению, с каждым годом к этому диагнозу мы прибегаем все в большей степени. Если в 60-е и 70-е годы это были казуистичные случаи, редкие, когда выставлялся подобный диагноз, то на сегодняшний день, к сожалению, для практикующих врачей, клиницистов, патологоанатомов и судебных медиков, кто работает в данной патологии, это стало делом привычным. Я убежден твердо, несмотря на то, что алкоголизм стоит, по-моему, на 4-м месте как причина смертности после онкологических сердечных, или на 3-м, скажем, онкологических сердечно-сосудистых, да? Это не так. На самом деле он на 1-м месте. Почему на 1-м месте? Потому что вывалился человек с 6-го этажа и разбил все кости, там пишут травмы, несовместимые с жизнью. На самом деле это алкоголизм. Ехал на машине в дерево, дорожно-транспортные происшествия и черепно-мозговая травма стоит причиной смерти. Но на самом деле это алкоголизм. Помехузы. Специфика алкогольной зависимости в том, что на эту дорогу смерти люди вступают добровольно. Поэтому окружающие склонны считать алкоголизм распущенностью и безответственностью. Алкоголизм – это болезнь отрицания и болезнь лжи. Понимаете? Это такой вот парадокс. У человека, если температура, например, он бежит в аптеку, покупает лекарства и так далее. Здесь все наоборот. Человек будет тонуть, трясина его засасывает алкогольно, а он все тонет, тонет и тонет. Возникновение и развитие болезни зависит от индивидуальных факторов и особенностей организма. Некоторые подвержены большему риску.
Причины можно искать в социальном окружении, экономической ситуации, психической предрасположенности. Но, как правило, алкоголики – это люди, обладающие особой чувствительностью к алкоголю, можно сказать, страдающие аллергией на спиртное. Одна рюмка вызывает бурную цепную химическую реакцию с неудержимым влечением. К сожалению, такие люди никогда и ни при каких обстоятельствах не смогут научиться выпивать умеренно. Критерий алкоголизма – неспособность употреблять понемногу даже тогда, когда новая доза уже не приносит удовольствия. Где-то последние 5 лет это уже была мука. Никакого кайфа от алкоголя уже не было. Уже ничего не давал. Ну просто жить в ладах с самим собой было невозможно. Вот это я называю душевным похмельем, и оно самое страшное. Самое страшное. И именно, на мой взгляд, именно в решении вот этой вот проблемы душевного похмелья и лежит ключ к решению проблемы алкоголизма вообще. Врачи утверждают, когда человек находится в запое и не может сам остановиться, он серьезно болен. И обвинять его за это в безволии неправильно. А если бы не специалисту представилась возможность собственными глазами наблюдать, какие разрушения наносит спирт организму, вопрос, является ли алкоголизм диагнозом, отпал бы сам собой. Поджелудочная железа. 25% и более пациентов с хроническим алкоголизмом страдают хроническим панкреатитом. Каждое очередное возлияние грозит некрозу поджелудочной железы. Первой принимает на себя токсические воздействия алкоголя печень. Именно здесь происходят сложные биохимические процессы расщепления алкоголя на безопасные для организма соединения. Но возможности этой уникальной живой лаборатории не безграничны, а результат разрушительного действия яда нагляден. Через 3-5 дней развивается ожирение печени. 3-5 лет регулярного злоупотребления алкогольными напитками неизбежно или в большом проценте случаев приводит к формированию хронического алкогольного гепатита с фиброзом, то есть замещением паренхематозной активной, функционально активной ткани печени фиброзной, рубцовой, грубоволокнистой, которая функцию печени выполнять не способна. А далее могут пройти годы и десятилетия, но в большинстве случаев возникают, смотрите, такие деформирующие процессы в печени, орган приобретает узловатую форму, и эти изменения мы называем циррозом. Цирроз печени – это алкоголизм, а не цирроз печени. Потому что цирроз печени – это следствие. 80% панкреатитных смертей, когда разваливается поджелудочная. Самое уязвимое для алкоголя место, насколько я знаю, это поджелудочная железа. Она просто разваливается. На моих глазах умирал мой друг. Специалисты отмечают, зависимость от алкоголя носит биопсихосоциокультурный характер. Во многом это болезнь чувств, поэтому риск алкогольной зависимости у женщин выше, чем у мужчин. Ведь женщины более эмоциональны в силу нейрофизиологических особенностей мозга. Например, чувство грусти у женщин включает нейроны на площади в 8 раз большей, чем у мужчин. Да и женская печень в силу иного ферментного состава хуже справляется с расщеплением алкоголя на безопасные соединения. Женщины могут заболеть хроническим алкоголизмом гораздо быстрее, и он протекает у них гораздо тяжелее. Последствия женского алкоголизма ужасающие и широко обсуждаются. Но лицом к лицу сталкиваются с ними прежде всего врачи. У женщин, страдающих хроническим алкоголизмом, очень велик риск рождения детей с патологиями, в том числе алкогольным синдромом. У одной дамы, страдающей хроническим алкоголизмом, рождается ребенок абсолютно похожий не на маму, не на отца, а на ребенка, родившегося от другой женщины, страдающей той же патологией. Поэтому мы его и назвали алкогольным синдромом. Он включает обычно пренатальную гипоплазию, что означает недоразвитие внутриутробное. Рождается ребенок массой 2 и меньше килограммов. Это и есть его внутриутробное недоразвитие. С маленькой головкой, с низкой массой и малым объемом головного мозга, что мы называем микроцефалией,
Значит, в перспективе ему гарантировано отставание в умственном развитии. Реальный мир – уникальная биологическая система, но законы выживания везде одни и те же. Вот, например, муравейник. Муравьи-солдаты, строители, няньки и фуражиры занимаются каждый своим делом. Однако налаженная четкая и эффективная схема жизнедеятельности может пойти в разнос, если в муравьиную семью проберется непрошенный гость, коварный жучок ламихуза. Он выделяет на лапках жидкость, содержащую алкоголь. Муравьям она нравится, трудяги ею увлекаются и становятся неработоспособными. Муравейник гибнет. Но возможны варианты. Ученые выяснили, что если в муравейнике сохраняется некоторая здоровая, трезвая часть особей, они могут переломить ситуацию. Врачи, которые помогают алкоголикам, могут использовать различные методики. Но в основе каждой желание пациента покончить с изнуряющей болезнью. Доктор лишь поддерживает больного в стремлении убрать бутылку с вершины жизненных ценностей. Лучше всего это удается профессиональным психотерапевтам. Но дальше все зависит от пациента. Я всегда объясняю и пациентам, и родственникам, болезнь неизлечима. Ее можно победить, стать выше ее. Стать победителем в этой схватке болезни человека. Но это не значит, что она прошла. Вот, это просто надо признать, я вам говорю, это крест ваш. Это никто в этом не виноват. Да, может сыграть роль определенное наследство, да? Но в принципе человек сам виновник всех своих бед. И человек сам для себя приобрел это заболевание, и надо этот крест просто с честью и достоинством пронести по жизни. То есть так, чтобы не страдал он, не страдала его семья, работа, ближайшее окружение. В 1935 году два американца Билл и Боб задумались, в чем главная проблема алкоголиков, твердо решивших встать на путь трезвости. Анализ собственного опыта привел их к неожиданному выводу. Чтобы не чувствовать потребности в алкоголе, надо научиться жить счастливо. Так родилась миннесотская программа «12 шагов». Человек учится быть честным сам перед собой и вещи называть своими именами. И учится решать свои проблемы так, чтобы получать удовольствие от решения проблем и радоваться в жизни. И человек, встречая зло, должен научиться решать это зло и получить удовольствие от своего решения даже. Вот, я же сумел преодолеть это зло, значит, я могу жить. И не надо бросаться сразу за бутылкой. Если психологические проблемы решены, организм воспринимает стойкий отказ от спиртного с явным облегчением. Например, у человека аллергия к какому-то фрукту, например, клубники. Он говорит, вот я несчастный человек, чувствую себя несчастным, мне нельзя кушать. А второй человек говорит, ну и что, я заменил другим продуктом. Самое главное, как он себя чувствует. Он не чувствует себя ущербным. Так что же такое алкоголь? Наши бытовые представления о нем часто противоречат научным данным. Людям свойственно больше ориентироваться на личный опыт и собственные ощущения, и никакими данными науки переубедить их невозможно. Ведь пьют все. Врага надо знать в лицо. Алкоголь есть алкоголь. Будь это 50 грамм дорогого виски, либо 50 грамм дешевой водки. Это все надо понимать, что если ты идешь направо, ты придешь направо, и ни в коем случае не налево. Но алкоголь – это не только водка. Пиво, потребление которого активно рекламируется, несет еще большую опасность. Оно не требует закуски и выступает в роли прохладительного напитка. Люди пьют его на улицах для утоления жажды и снятия напряжения после работы. Но в каждой бутылке пива спрятано 60 мл водки. 2 бутылки – это 120 мл, 3 – стакан. Пиво самый коварный напиток, на мой взгляд. Можно выпить 3-4 бокала и вполне быть адекватным. Но человек, в принципе, выпивающий каждый день 2-3 бутылки пива там, или бокала пива, это уже система. И это уже, получается, идет как привычка. Если у человека вырабатывается, можно сказать, режим, и он вполне адекватно может задуматься. Каждый день у меня, получается, я пью пиво. Нормально ли это? Специалисты утверждают, пивной алкоголизм ничем не отличается от любого другого, но выделяют его как более опасный. Опьянение от пива наступает незаметно, постепенно. Выпил бутылочку, вроде ничего, поэтому хочется еще. Но в самом напитке существует еще одна скрытая опасность. Солод влияет на гормональную сферу. В
частности, в организме мужчин этот продукт может спровоцировать выработку женских половых эстрогенов. Поэтому любителя ежедневно побаловаться пивком можно узнать по характерному силуэту. Жирок на бедрах и животе, скругленная линия плеча и, о ужас, даже грудь. Дальше хуже. Доказано, что пиво снижает потенцию. А цирроз печени в случае злоупотребления этим легким напитком – наиболее вероятный исход событий. Слабоалкогольные коктейли, которые так любят девушки, опасны еще и тем, что там практически отсутствуют натуральные продукты. В основном они содержат эссенции, имитирующие вкус. Кроме того, пиво и коктейли газированы. Углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь. Как бы ни различались алкогольные напитки по внешнему виду, вкусу, градусу и цене, все они состоят всего лишь из двух компонентов – этилового спирта и воды. Единственное, что их различает, это концентрация этилового спирта. Спиртами или алкоголями называют производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода, H, замещены гидроксильной группой OH. Например, CH3OH – метиловый спирт, метанол или древесный спирт. C2H5OH – этиловый спирт, этанол или винный спирт. C3H7OH – пропиловый спирт, пропанол. C4H9OH – бутиловый спирт, бутанол и так далее. Люди предпочитают этиловый спирт, но алкоголик со стажем готов на любые эксперименты. Рецепт Венедикта Ерофеева из автобиографической исповеди «Москва-петушки» может шокировать любого, но только не алкоголика. Основа чудесного напитка под названием «Сучий потрох» – 100 грамм пива «Жигулевского». Для полноты ощущений нужно добавить 70 грамм ризоля для очистки волос от перхоти, 30 грамм шампуня Садко, 30 грамм средства от потливости ног и 20 грамм дезинсекталя для уничтожения насекомых. Все это настаивается на табаке сигарных сортов и подается к столу. Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не ошибиться в рецептах, утверждал Венечка Ерофеев. Но ранняя смерть талантливого писателя – повод для размышлений. Вот этот желудок, вот этот пищевод имеют такой вид необычный, черный, грязно-бурый. Это тяжелейшие изменения, которые мы называем гангреной. Гангрена пищевода и желудка. Это когда человек, страдающий хроническим алкоголизмом, в состоянии похмелья прибегает к суррогатам, к непроверенным напиткам, которые содержат иногда ядовитые вещества. Говорят, что алкоголики способны демонстрировать чудеса выживаемости. Но мало кто задумывается, что из того же этилового спирта, который мы поднимаем в бокале с тостом за здоровье, производят совсем невкусные порох, пластмассу, синтетический каучук, ацетон и другие яды. Алкоголь входит в состав топлива для двигателей внутреннего сгорания и реактивных двигателей. Но это совсем не означает, что он является источником энергии для людей. Есть у меня пациенты, которые употребляли ранее и одеколоны, там, и суррогаты, и все эти, и Бориса Федоровича, и Полину Ивановну, эту политуру. И тем не менее бросили с нашей помощью пить, и уже там десятки лет не пьют. Отказавшись от алкоголя, не ушло ли из жизни моей что-то очень важное? Уверяю вас, ничего важного. Раньше всего этого было много. Друзей, всего. Но все это была груда мусора. Сегодня всего этого очень мало, но это бриллиант. Раз в 5 лет в Соединенных Штатах Америки проходит форум анонимных алкоголиков. Количество участников этого международного клуба по интересам поражает воображение. 150 тысяч человек. На этом форуме получается как свой среди своих. Понимаете? Радость, улыбки. Ведь, понимаете, чувствовать себя свободным человеком. Вот я привожу такой пример. Вот подшитые, закодированные говорят, мне нельзя пить. А алкоголик, который ходит на группу анонимных алкоголиков, говорит, мне можно, но зачем мне это надо? Вы понимаете? Почему тот говорит нельзя? Потому что ему хочется, а ему нельзя. А этот говорит, мне можно, но зачем мне надо?
Он научился распоряжаться своей жизнью сам. И он чувствует этого счастливым человеком. Хотим мы того или нет, жидкость с формулой C2H5OH является ядом. Можно отрицать это, можно отказываться верить, можно апеллировать к предкам и традициям, пропагандировать умеренное употребление спиртного и искать новые доводы в кладовых науки и искусства, но все дороги приведут в одну сторону. Химическая формула вещества не изменится. Это реальный мир.